Салям алейкум, добрый вечер. Одним из самых фундаментальных событий начала этого года стало создание выборного органа Совета крымско-татарского народа, который лег в основу консультативного совета при главе республики. Какие функции будет выполнять эта структура, в чем ее задачи и как именно она будет полезна для людей, для республики? Обсудим эту тему с нашими гостями сегодня. Уважаемые телезрители, как обычно, у нас есть для вас вопрос на голосование. Нужен ли высший совет крымско-татарскому народу? Да, либо нет? Пожалуйста, принимайте активное участие в нашем онлайн-голосовании. А сейчас наш сюжет, и мы вернемся в студию. В Симферополе состоялось открытие Курултая мусульман Крыма. Форум собрал более 600 участников. Это религиозные служители из регионов Крыма, главы религиозных общин, представители общественных организаций, почетные гости. Участникам съезда показали фильм о достижениях последних 4 лет, за который был принят указ о реабилитации депортированных народов. Крымско-татарский язык стал государственным. Началось строительство соборной мечети, которую обещали больше 20 лет. А также детских садов, школ, спортивных залов, дорог в местах компактного проживания. Двери мечетей стали открываться одна за другой. Знаменательным событием для всей республики стало возведение религиозного комплекса Сейд-Ситтар. На повестке дня обсудить важные процессы, которые происходили за последние 4 года в мусульманском и крымско-татарском обществе, а по итогу принять решение, как развиваться дальше. Внеочередной Курултай мусульман Крыма принял обращение к крымско-татарскому народу и крымчанам, в котором призвал принять участие в выборах президента России 18 марта. Участники были единогласны во мнении и решили, что поддержка выборов президента – это важный и правильный шаг для народа. На протяжении 20 лет в Крыму велась политика противопоставления различных национальностей друг другу. Сегодня диалог между представителями всех национальностей и власти на совершенно другом и новом качественном уровне. Мы этому рады. Мы хотим развивать это и приумножать. Все это благодаря республиканским властям и мудрой политике президента России. Кроме этого, делегаты Курултая приняли решение начать процедуру взыскания ущерба с Германией за годы войны, нанесенного Крыму немецко-фашистскими оккупантами. Это самый больной вопрос не только для крымских татар, но и для всех крымчан. В годы войны жестоко было сожжено и стерто с лица земли более сотни крымско-татарских деревень. Участники твердо убеждены в моральном и юридическом праве вернуться к вопросу репарации. За этот вопрос на съезде проголосовало абсолютное большинство участников. На сегодняшнем съезде принимается решение о истребовании репараций с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане. Съезд принял участников из разных уголков Крыма. Талят Шарфетдинов проделал долгий путь из Керчи, чтобы выразить свое мнение и принять вместе с народом важное решение. На примере идеологии легендарного крымско-татарского деятеля Нумана Челебиджихана он хотел бы, чтобы все народы были едины и сплоченны. Я за то, чтобы все мы жили в мире, согласии, строили будущее для своих детей, внуков. Все делается для того, чтобы Крым процветал. На выборы надо идти, потому что мы сейчас все под одной конституцией. На будущее мы будем фигурировать как полноценная нация, если мы пойдем на выборы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал участников форума «Мусульман Крыма» следовать заветам крымско-татарского просветителя, издателя и политика Исмаила Гаспринского. Об этом говорится в официальном приветствии главы участникам и гостям съезда «Мусульман Крыма». К мнению главы присоединился и вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. По всей линии съезда прозвучала мысль толерантность, мысль, что мы единый народ здесь, в Крыму, мы вместе. Это уже очень важная составляющая, что духовный лидер крымско-татарского народа, человек, который очень много внес позитивного с тем, чтобы был мир, чтобы была толерантность, чтобы вместе жили. Я думаю, что это большое событие в жизни Крыма. Это первый съезд мусульман Крыма после присоединения к России. По итогу съезда принята резолюция. Решением Курултая мусульман Крыма создан Совет крымско-татарского народа. Путем открытого голосования делегатами был утвержденный персональный состав Совета. В него вошли 15 человек, представляющие разные направления, в том числе духовенство, спорт, культура, искусство, медицина. Теперь, по словам авторов документа, настало время думать о будущем развитии родного края и своего народа. Сегодня полуостров стоит в преддверии первых главных выборов страны. Крымчане впервые пойдут на выборы президента России 18 марта 2018 года. Крымские татары не остаются в стороне. Асан Абибулаев, Эрвин Амиралиев, телеканал Милет.
Айдарбей, ну, собственно, первый вопрос, который логично у нас возникает, как родилась идея созыва внеочередного, кстати сказать, Курултая крымско-татарского народа, почему именно сейчас и какие ключевые задачи вы перед собой ставите? Этот вопрос возник еще 4 года назад, когда крымские татары столкнулись с проблемой о том, что нету центра, который бы объединяла и решала вопросы крымско-татарского народа. Духовное управление за последние 4 года стал тем центром, куда ежедневно обращались десятки людей по различным вопросам. Муфтият – это духовная организация, духовная структура, но учитывая те вопросы, которые задавали наши соотечественники, это и земельные вопросы, и вопросы гражданства, и вопросы образования, детские сады, школы, то есть разные вопросы, которые волнуют наш народ, со всеми этими вопросами люди обращаются к духовному управлению. Духовное управление не имеет тех рычагов и специалистов, которые могли бы отвечать на эти вопросы. Поэтому мы, взвесив все за и против, то есть это длительный процесс, тут привлекались специалисты, наши ветераны, районные имамы, то есть мысли общественности изучив, после этого мы перешли к реализации этой идеи, пригласили вот здесь стоящих наших соотечественников и других, которые достигли успехов в своей сфере и сегодня могут предложить нашему народу пути решения тех или иных проблем, не оставляя все на муфтият. Поэтому была идея создания совета, которая главная задача решения проблем нашего народа. Айдар ага, собственно, во время Курултая мы все видели, что там принимали участие и старшее поколение крымских татар, и молодое поколение, наше новое поколение нашего народа. Как вы считаете, ну, собственно, мы стали свидетелями того, что Думк и муфтият являются такой консолидирующей структурой нашего народа. Почему нам важно объединяться сейчас? И получается это у нас или нет? Вы знаете, вот многие ученые говорят о том, что сегодня год за год жизни, ну, скажем, вот, который проходит, происходит больше событий, чем за 10 лет, скажем, в 20 веке, да? И поэтому топтаться на месте, оставаться в обочине от общественно-политической жизни страны, в которой мы живем, ну, это самоубийство. Это просто самоубийство. 4 года пытались объединиться, пытались создать какие-то движения, какие-то организации, но, скажу, больших успехов, к сожалению, не удалось достигнуть. И то, что съезд мусульман Крыма решил создать вот такой орган, я считаю, это очень положительный факт. Завтра, может быть, он будет еще дальше развит, но сегодня вот то, что мы сумели сделать, я думаю, будем работать в этом формате. И нам, как вы сказали, вот мы уже представители, можно сказать, старшего поколения, мы жили в те годы, когда наш народ, наши братья, отцы добивались права вернуться на родину. Мы те же этапы сегодня должны пройти в Российской Федерации. Например, наладить контакты с российской интеллигенцией, с общественно-политическими деятелями в центрах России. Иначе, конечно, достигнуть успеха будет тяжело. И мы готовы к этой работе. Мы знаем, как ее наши старшие товарищи проводили. Сегодня мы возьмемся за это дело. Буквально сразу после созыва внеочередного Курултая мусульман Крыма состоялась такая установочная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым, и было принято решение о создании консультативного совета. Давайте посмотрим сюжет, как, собственно, эта идея рождалась. Конструктивный диалог между властью и крымско-татарской общественностью налажен. Встреча состоялась в Совете министров. Здесь депутат Госдумы, 15 членов новоизбранного совета обсудили самые актуальные вопросы. Сергей Аксенов уверен, что такое сотрудничество поспособствует сохранению мира и стабильности в республике. Хотел сказать вам огромное спасибо за то, что вы формировали повестку дня для этого замечательного форума. На самом деле, то есть как бы люди видят сплочение, объединение. И я лично уверен, что, исходя из того, что здесь огромное количество уважаемых людей, которые не только популярны среди крымско-татарского народа, а в общем известны в Крыму и далеко за пределами Крыма, то есть я уверен, что все у нас с вами получится. И вот, как мы и говорили,
Я готов перевести этот формат нашей с вами, то есть уже работы, вот тоже в официальное русло. Создание Совета крымско-татарского народа по праву можно назвать историческим. Одно из знаковых событий в российском Крыму. Его избрали путем открытого голосования на внеочередном Курултае мусульман Крыма. Всего 15 делегатов. Это выдающиеся личности из числа крымских татар. Духовные представители мусульман полуострова, представители крымско-татарских общественных объединений, деятели культуры, искусства, спорта и предприниматели. Совет будет решать насущные проблемы крымских татар. Это вопросы гражданства, земельных участков, культуры. Совет крымско-татарского народа консультативного совета крымских татар при главе Крыма начнет работать уже в марте. Такое экспертное сообщество будет оказывать помощь в выработке решений в целях реализации указа президента о мерах реабилитации. До середины марта будет подготовлен проект положения о консультативном совете при главе Крыма. А к концу месяца уже проведут первое рабочее совещание. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Лимар Оджа, вот давайте расскажем для наших телезрителей, собственно, с какой целью был создан консультативный совет, а какие задачи вы планируете в нем реализовывать, и, может быть, какие-то расскажете еще дополнительные нюансы, что обсуждалось при встрече с главой? Ну, стоит сказать, что такой орган нам необходим по той причине, что уже наступил тот период, когда мы действительно можем отозваться обществу, мы можем сказать, где мы находимся, и, естественно, можем уже выбрать свою позицию. Потому что в 2014 году, когда крымско-татарский народ был в полной растерянности, кто-то бежал за пределы Крыма, кто-то пытался различные действия здесь осуществлять, естественно, наш народ бедный, он остался несколько незащищен. И поэтому я думаю, что вот сейчас, когда уже люди действительно понимают, что происходит, они понимают, что вокруг идет строительство, что появляются долгожданные детские сады и школы, что издаются учебники на крымско-татарском языке. И действительно можно решать наши проблемы. Мы столкнулись с тем, что проблемы решать некому. И действительно, вот своевременно возникла инициатива муфтията Крыма о создании вот такого органа. И в этом органе будут работать люди разных направлений. Когда мы встретились с Сергеем Валерьевичем Аксеновым на вот так называемом установочном мероприятии, вы знаете, я думаю, вот для меня это было несколько неожиданно, потому что я как бы так долго не контактировала с Сергеем Валерьевичем, но было очень приятно, что он отозвался практически на все, что мы сказали. То есть каждого из нас интересует своя проблема, та сфера, в которой мы работаем. Например, я работаю в сфере образования. Мне важно, чтобы решались те проблемы, которых я понимаю. Язык, образование, наука, молодежная политика. Допустим, у нас есть представители культуры, здравоохранения. И каждый знает, что сделать не просто для гражданина Российской Федерации, а что сделать для каждого крымского татарина в отдельности. И наша задача в этом органе объединить все свои усилия, чтобы нашим соотечественникам, крымским татарам, жилось на нашей родине качественно, комфортно, и мы чувствовали себя у себя дома. Чингис Евсеевич, Сергей Валерьевич, он очень такой открытый, коммуникабельный, он готов к взаимодействию, готов слышать, собственно, всех, помогать всем конструктивным силам. Собственно, как вы оцениваете роль консультативного совета и какие вы именно ставите задачи? Может быть, университет ставит задачи перед работой этой структуры? Спасибо, Эльвина Ханум. Ну, если позволите, прежде всего, в преддверии праздника я вот от лица всех присутствующих мужчин хочу поздравить уважаемую профессор Сиринди Лимару Ханум, вас, Эльвина, спасибо, и всю прекрасную половину нашего полуострова с этим замечательным праздником, пожелать всем благополучия и любви близких и родных. Вы, как всегда, очень галантны. Спасибо. Что касается, конечно, встреч с Сергеем Валерьевичем. Ну, встречи, как всегда, прошла конструктивно и динамично. Я могу это сказать не только как член Совета крымско-татарского народа, но и как руководитель образовательного учреждения, которое я возглавляю. Вот буквально каждый месяц мы встречаемся с Сергеем Валерьевичем.
И хочу сказать, что идет детализация всех вопросов. Они очень серьезно воспринимаются. И хочу отметить, что идет после этого очень жесткий контроль за выполнением тех поручений, которые были сформированы в рамках этой встречи. Функции Совета, конечно, если говорить о функциях Совета, это экспертно-консультативные. И я должен сказать, что Сергей Валерьевич достаточно много времени, как мы все видим с вами из средств массовой информации, да и так, по соцсетям мы видим, как много времени он уделяет проблемам крымско-татарского народа, которых, как и у других народов, немало. Вместе с тем, откуда он может знать эти проблемы, если ему их не формулировать? Если сегодня идет, вот как отметил уважаемый Айдарбей, некая такая локализация вопросов, и она не обобщается в общем виде. Поэтому я думаю, что функция нашего Совета, значит, эти вопросы систематизировать и выносить их на решение правительства, чтобы дальше шло по исполнительным органам власти дальнейшие поручения и реализация тех задач и вопросов, которые сегодня стоят перед нашим народом. На протяжении нашей новейшей истории, в том числе в украинский период, были попытки создания разного рода советов, других объединений. Это сейчас предпринимается в том числе и на Украине. Давайте посмотрим на самозванцев, которые всячески пытаются продемонстрировать свой патриотизм, пытаются показать заботу, возможно, о своем народе, но по сути, предметно, они занимаются буквально истреблением своего народа. Давайте посмотрим сюжет и вернемся в студию. Bu gelecek yılda biz Kırım kaytaracağız. Onun için isteseniz istemeseniz bizden bet konuşacaksınız. Bet laf edeceğimiz bizden beraber siz bizge gözümüzge bakacaksınız. Siz anda yatkan söyleriniz. Мы записываем сейчас батальон людей, ждем ваших детей здесь. Для нас это освободительный джихад. Вы многие из вас об этом знаете. Сражайтесь, да, прольется ваша кровь, да, некоторые из вас умрут. Умрете. Надо сражаться. Надо освобождать свою родину с именем Аллаха на устах. Я бы сейчас по-другому поступил. Я бы поднимал народ, несмотря ни на то, что делали военные, несмотря на то, что была зрада повсеместно, но нам нужно было пронести определенное количество крымских татар в жертву. Народ был готов тогда. Вот я бы, если бы сейчас вернулся туда, я бы, наверное, так бы и сделал. Исадулла Худжа, имеет ли право человек, который не имеет никакого отношения к духовным структурам, не имеет никакого духовного образования, вот так в открытую, в средствах массовой информации, мы все видим, мы специально не закрываем вот эти значки тех каналов, которые это показывают, открыто призывать к джихаду, открыто призывать к войне, к жертвам и говорить о том, что народ еще к этому готов был? Очень сложно комментировать такого рода выступления. Действительно, сложно относиться к ним серьезно, потому что любой здравомыслящий человек увидит в этих словах, во-первых, фальшь, ложь, прикрывание какой-то ситуации, потому что мы знали, слышали этого человека, когда он был в Крыму, его призывы, и сейчас. То есть люди еще не успели забыть те призывы, когда человек находился в Крыму, и уже сразу за ними и такие обещания громкие, что вот в следующий год мы вернемся. Сложно вообще говорить, что этот человек говорит серьезно, но, к сожалению, очень серьезные темы поднимаются и очень громко они звучат. Мы, когда было это сказано, сразу собрали хурултай нашего народа, религиозный хурултай, и дали правовую оценку с религиозной точки зрения на все эти высказывания. Это создало большой ажиотаж и резонанс. С их стороны они обвинили в том, что мы не имели права это говорить, хотя мы дали оценку религиозную, могут ли отдельные люди, отдельные какие-то деятели, даже политические, в статусе этого человека объявлять какую-то войну, какой-то джихад и так далее. Все это неправомерно ни с исламской точки зрения, ни с какой-то другой морально-этической. Тем более, что человек ни своими действиями, ни своим примером этого не показал. Мы знаем о родственниках, о близких людях этому человеку, что они все спокойно продолжают жить и не участвуют во всех этих авантюрах. Поэтому ни один здравомыслящий крымский татарин добровольно своего ребенка туда не отправил, и мы не видим массы какой-то людей, следующие этим призывом. Поэтому мы с улыбкой на лице это призывы все восприняли, но посчитали нужным все-таки дать какую-то религиозную оценку. Собрался хурултай мусульман, мы пригласили и известных, и
переживших какие-то подобные ситуации деятелей, были люди с Чечни, которые дали тоже оценку и сказали, что это все голословно, и это ни к чему не приведет, это на грани экстремизма, на грани терроризма призывать к этому. И рассказали об опыте Чечни, был помощник муфтия Чечни, который является и советником президента, насколько я помню. Он рассказал о своем горьком опыте, о том, как они все это пережили, как некоторые силы извне пытались их народ тоже раскачать, и в какой-то части это им, может, и удалось сделать, и к чему они в конце концов пришли. И делая вывод из всего этого, он с трибуны призвал, во-первых, их, чтобы они об этом так не говорили, и, во-вторых, наш народ, который мудр и умен, и ни в коем случае на такое никогда не поведется и не пойдет за этим, чтобы наш народ был еще раз бдительным. Если можно реплику добавлю, тут очень важно отметить, что человек говорит о том, что да, прольется ваша кровь, да, вы умрете. То есть он не говорит, что мы вместе умрем, наша кровь прольется. И потом он опять повторяет, что нужно было привести определенное количество крымских татар в жертву. То есть он опять не говорит о том, что мы часть нашего, то есть мы должны были отдать себя в жертву ради Родины. То есть он такие фразы не использует. Это очень важно. И крымские татары на это должны обратить внимание, что человек, у которого есть сын, который не входит в батальон, человек, который хочет стать лидером крымско-татарского народа, не готов жертвовать собой лично. То есть люди должны это услышать. Лимаруча, за всю историю Крыма у нас никогда не было религиозных войн. Крымские татары – миролюбивый народ. И мы в том числе в течение нашего национальной борьбы в депортации всегда говорили, что это именно так. Вы как женщина, как реагируете на такого рода заявления, когда призывают к жертвам, призывают к войне, призывают к крови? Ну, я уже неоднократно высказывала свое мнение по этому поводу. Но думаю, в этой ситуации вообще нужно обратить внимание на личность Ленура Ислямова, на него как на человека. Почему? Ну, меня вообще всегда безумно поражают люди, которые пытаются продать, выставить и сделать жертву из того, что ему не принадлежит. Люди способны предать и продать в принципе, а потом они ведут себя так, как будто это ты их предал, как будто ты их продал. А с другой стороны, я вот преподаю такой предмет, он называется психолингвистика, и он обращает внимание на определенное поведение, речевое поведение людей. Так вот, с этой позиции стоило бы прокомментировать вообще те действия, которые делает Ленур Ислямов. Ну, изначально, я помню, когда я с ним познакомилась, он очень положительное впечатление производил. Но, вы знаете, чем дальше, тем хуже. Почему-то ситуация усугубляется в том смысле, что он становится каким-то многоликим. То он бизнесмен, который на Курултае кричит: «Хочу быть вице-премьером, всем помочь спасти свои предприятия». Где вице-премьер, где Курултай, где предприятие. Когда речь идет о народе в целом, в принципе, он, не будучи делегатом Курултая, говорит о том, что есть какая-то поддержка, и он готов. То он надевает военную форму государства, к которому он не принадлежит. А потом еще надевает, вы знаете, меня поразило, на востоке Турции террористы носят флаг, носят такой пошу в клеточку, такой платок, да. И вы знаете, он не носит как арафатка, а он носит именно как этот вот шарф ПКК. И я думаю, он крымский татарин, он вступает в разрез с тюркским миром или как. А потом, надел военную форму, непонятную форму, потому что она не похожа даже на форму украинского государства, к которому он не имеет отношения. Он кричит, что он уже полевой командир. Потом он от имени Конгресса, к которому не имеет никакого отношения, он кричит о том, что не стоит идти на выборы. Это что за такой лже-конгрессмен и откуда такая вот многоликость? Вы знаете, в науке, в психолингвистике, психологии, даже в психиатрии есть такое понятие, как диссоциативное расстройство идентичности, когда человек на базе своего вот этого эго-состояния,
он пытается проявиться в разных лицах. Это когнитивный диссонанс? Да, у него здесь такое раздвоение личности происходит, что это очень страшно. Причем вы посмотрите, он же выступает, он постоянно потеет. Значит, у него есть проблема с его речевой деятельностью. Он переигрывает, а он, конечно, может быть, ему нужна помощь уже, помощь доктора, извините. Почему? Потому что, ну, человек не может вот так по-разному реагировать на одни и те же ситуации. Здесь уже возникает диагностика, потому что после переключения его активная личность, она чаще всего иногда не может понять вообще, где у него правда, где ложь. Но мы же смотрим средства информации украинские, и он говорит, вот сегодня я говорил правду, а там завтра говорю неправду. Тут нужно уже подумать о своем здоровье и потом уже, наверное, обращать внимание на национальные проблемы, которых ты в действительности не знаешь и не понимаешь. Потому что его не было 30 лет, пока мы здесь вот месили грязь самостроев, решали проблемы с образованием. А тут он, красавец, пришел и сказал, я вот единственный, который могу решить все ваши проблемы. Но, к сожалению, вот он единственный, который должен обратить внимание на свои проблемы со здоровьем. И пока еще не совсем он старый, он должен над этим поработать. И не стоит, конечно, ему вмешиваться туда, что в ту область, лезть, которая его не касается. Она касается народа, который живет на своей исторической родине. Спасибо огромное, Я думаю, только так. Знаете, смотря сюжеты АТР в том числе, создается впечатление, что у них буквально уже паника начинается от мысли интеграции крымских татар в российское сообщество. Это уже очевидно абсолютно для всех. Вот давайте просто посмотрим еще один пример. Давление на коренной народ полуострова. Это главные темы, которые обсуждали во время 11-го заседания исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Собрание происходило в Киеве. Как все произошло и какие решения приняли, узнавала Эльвина Сидбулаева. Это 11-е заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Для участия в нем приехали представители из Америки, Литвы, Турции и оккупированного Крыма. На повестке дня ряд насущных вопросов. Один из приоритетных – изменения в Конституцию части 10 относительно статуса Крыма. Члены исполкома Всемирного конгресса крымских татар уверены, утверждение статуса крымско-татарской автономии Крыма станет не только восстановлением справедливости, но и будет соответствовать международному праву в части права коренных народов, а также станет одним из эффективных механизмов возвращения Крыма под государственный суверенитет Украины. Наша задача – приблизить наш народ к своей цели. Хотя сейчас Крым находится в руках россиян, но мы должны стремиться к созданию государственности крымских татар на своей земле. Може бути ухвалене рішення щодо надання Криму статусу кримсько-татарської національної автономії. І якщо можна, скажіть, будь ласка, дату чи хоча б місяць. Я не можу. Дуже дякую вам за запитання. Це дійсно питання актуальне. Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Украина, к сожалению, не то государство, которое способно что-либо улучшить в Крыму. Она очень слаба. Ведь за большой период она так и не смогла ничего изменить. Все ваши требования унижены. И это факт. Поэтому какой смысл ей доверять и ждать непонятно чего? Надо искать другие пути. Мы, кстати сказать, не зря тут показали Эльбера Ортайлы, профессора с мировым именем. Это человек с крымско-татарскими корнями, крымско-татарского происхождения. Айдар ага, ну, собственно, абсолютно понятно, и мы видим из этих роликов, что то, что они планировали сделать в Украине за 4 года, ну, ноль абсолютно, нет абсолютно ничего. У них вся стратегия сейчас разваливается. Вы панику в их глазах и в их речах слышите уже? Знаете, ну, то, что паника, да, но я что хочу сказать. Вот у Украины, интересно, да, в советское время уже есть рассекреченные документы, они опубликованы, о том, что нашему возвращению, вот в 60-е годы, в 70-е годы,
самым главным образом воспрепятствовала Украина. Украинские члены Политбюро, которые были от Украины. Документы уже известны, все знают, все читают это, правильно? Теперь говорят, хорошо, вот это были советские, так сказать, представители, коммунисты. Пришла независимая Украина. Кто из президентов что-то сделал? Ни один из них ничего не сделал. Вот я хочу обратить внимание на книгу, знаменитую книгу, скажем, Кучмы «Украина не Россия». «Украина не Россия». Там он открыто пишет, что Украина состоит из лоскутов, которые пришиты в разное время, соединены между собой. И если дать хоть одному народу автономию, потребуют все, и Украина может просто развалиться. И в первую очередь, он так подчеркивает, в первую очередь нельзя давать автономию крымским татарам. Это написано. Ну, то, что говорил Ющенко, мы тоже знаем, да? И Кучма говорил, что крымские татары – это такая очень болезненная тема, да. И вообще болезненный вопрос. А то, что вот Ильбера Ортайлы, уважаемый профессор, я скажу, вот я немного слежу за турецкой прессой, там очень много здравых мыслей, очень много. К сожалению, мы не всегда можем вовремя это взять и донести до наших соотечественников здесь, чтобы они знали, что те, которые вот поддерживают наших киевских этих беглецов, что вроде бы вся турецкая диаспора или все турецкое сообщество их поддерживает. Здравомыслящие политики в Турции все говорят примерно то, что сказал вот Ильбер Ортайлы. Ну, мы сейчас видели по сюжету, сколько человек их там собралось, да, ну это же комично. Исадулла Ходжа, от всякого рода любопытных мы слышим вопросы из разряда, что сейчас происходит среди крымских татар, куда мы движемся, какие у нас перспективы, чего мы хотим, собственно, какие планы мы строим перед собой на будущее. Что вы можете ответить вот на такие вопросы? Ну, альхамдулиллях, за последний период, за последние 4 года, если смотреть с позиции духовного роста, в духовной сфере сделано очень много работы, альхамдулиллях. Эта работа делается не где-то в открытом космосе, она делается в людях, и мы видим реакцию нашего общества, наших людей на эту работу. Перспектива очень радужная, альхамдулиллях. Я уверен в том, что наш народ, молодежь, она прекрасно оценивает все возможные риски, которые, да, призывы, все грамотно и правильно расценивают. И при всем том торможении, которое происходит извне, к сожалению, наша молодежь движется вперед, старается духовно и морально развиваться, старается изучать свой язык, старается изучать свою культуру, религию свою, поступает в университеты, поступает на работу. Мы видим огромное количество специалистов, работающих во всех сферах. И даже в тех сферах, в которых раньше никогда наших соотечественников не было, мы сегодня видим огромное количество людей, которые там успешно работают. Поэтому я, если говорить чисто с религиозной позиции, с духовно-нравственного роста позиции, вижу очень быстрый темп роста. И если говорить о перспективе, куда это все движется, конечно же, сегодня это молодежь, это молодое поколение, которое работает над собой, работает над изучением своей культуры, своего языка, начинает брать на себя ответственность, самое главное, потому что взятие ответственности как раз-таки от них и ждет общество. И то, что они берут на себя эту ответственность, и они взяли ее в тяжелый момент, и достойно, я считаю, несут эту ответственность, оно даст свои результаты в течение ближайших десятилетий, и мы увидим, иншаллах, очень хорошие продвижения в этом плане. Поэтому у нас только хороший прогноз на будущее. И, к сожалению, вот та пропаганда, которая ведется по телевидению и в соцсетях, которая, наверное, планирует, чтобы мы внутри себя перессорились и переругались и пошли с вилами друг на друга, она не имеет никакой силы. Мы это видим, потому что с такой дозой пропаганды, с таким бесконечным литьем грязи на своих соотечественников, круглосуточно вещающим, вроде бы как крымско-татарском канале, эффект ожидается такой, что люди должны побежать друг на друга и начать бить друг друга. Но мы, когда встречаемся вживую с людьми, да, у людей много вопросов, да, может, где-то не хватает информации достаточно, что люди не успевают все узнать, как бы ту правду, которая есть в реальности, а слышат постоянно какие-то искажения извне. Любое общение, любой контакт приводит к тому, что люди успокаиваются и все-таки поддерживают тебя в твоих действиях и поддерживают тех, кто сегодня взял на себя ответственность и работает в Крыму. Поэтому, альхамдулиллях, мы это видим. Конечно, большой очень тонус в обществе все-таки есть, и мы не можем отрицать действия СМИ и закрывать на это глаза. Конечно, огромный сегодня ресурс работает в этом направлении для
именно раскачивания и именно разжигания розни внутри крымских татар. Мы всегда говорим, что за период коммунизма и всех коммунистических репрессий столько не было розни и вражды посеяно между нашим народом, внутри народа, как было посеяно нашими же соотечественники, непонятно с какими целями за последние несколько лет. И это делается планомерно, с внесением в разные списки, с подачей документов в разные органы правоохранительные. И все это делается под закваску какого-то патриотизма какого-то и желания спасти свой народ от каких-то там людей, которые ему якобы мешают. А в конце концов, что происходит? Происходит то, что эти люди сами же своими же руками внутри своего же народа создают этот тонус. Но опять же, повторю, я горд этим нашим качеством, вот эти, видимо, испытания, выпавшие на долю народа, они где-то в генетическом коде кодируются, и мы не поддаемся легко так на провокации, потому что, еще раз повторю, с таким потоком призывов и с таким потоком постоянного нагнетания, то, что люди до сих пор никуда не побежали с вилами, это большого стоит. И видя это и понимая, что в первые годы самые тяжелые люди так достойно перенесли это, особенно молодежь, достойно перенесла, взвесила все риски, не поддалась на провокации в первые дни, когда все только началось, когда все было очень горячо, и любая искра могла зажечь огонь внутри общества. Я уверен, что и сейчас никакими силами они смогут эту лодку раскачать. Такая мудрость народная, безусловно, очень важную роль играет. Энвер ага, 17 февраля на внеочередном Курултае было принято принципиальное решение, а именно призвать крымских татар самым активным образом принять участие в выборах президента. Вот уже очень скоро наш муфти Мирали Аблаев еще подчеркнул, что этот совет должен стать своего рода таким связующим звеном между обществом, людьми и властью. Как вы пытаетесь и как вы будете строить свою работу для того, чтобы как-то вот мобилизовать наш народ к мысли о том, что, собственно, от нашей активной гражданской позиции зависит и наше сегодняшнее состояние, и наше будущее? Ну, наш крымско-татарский народ находится сейчас в некотором оцепенении вот после этих событий. И историческое прошлое не дает народу быть открытым. Вот постоянный обман украинского государства укрепил это недоверие народа к власти. И мы сегодня, можно сказать, пожинаем эти плоды. Думаю, что просто одними призывами, конечно, народ не поднять. Нам необходимо выезжать, со всеми встречаться и информировать людей о проводимой работе, которая проводится здесь властями в части выполнения и указа президента России по реабилитации и в части выполнения всех последующих постановлений. У нас действительно произошел такой провал в отношении между народом и властью, разрыв. Муфти Бей, уважаемый наш, об этом уже говорил, как вы помните, и, в общем-то, он и видел, что создаваемый совет, он и должен стать таким мостиком, который будет и аккумулировать, и будет, в общем-то, выражать интересы народа, и ставить эти вопросы перед насущными проблемами. Везде, соответственно, они будут озвучены. Ситуация эта знакомая, она сложная, конечно. Она в истории не только, скажем, нынешняя, она в истории и российской была, и других европейских государств, когда народ оставался так один на один, и духовенство всегда брало власть и собирало народ, и как бы единило их, объединяло. Вот надо отдать должное, сказать большое спасибо уважаемому муфтию нашему, что не побоялся и сделал это. Потому что другой у нас не было ни общественной, ни никакой политической силы, чтобы это сделать. Это произошло. И, в общем-то, сегодня уже нарезаны дальше задачи, которые дальше мы, здесь же в передаче или в другом формате рассмотрим, как мы будем реализовывать эти задачи там, в соответствии с указом и прочее, прочее. Но одной из причин я еще хочу сказать, вот, создавшегося положения тоже,
мы это как-то сразу не отреагировали, а можно было бы в начале пути. Это мы должны были голосовать и выбирать своих депутатов на всех уровнях власти, чтобы в таком случае у нас ситуация немного была бы другой. Сейчас, во-первых, я считаю, что мы должны дружно собраться и выйти на выборы президента России. И тем самым показать свою гражданскую ответственность и сказать всему миру, что мы, крымские татары, являемся народом, неотъемлемой частью государства российского. Все. После таких выборов уже вот эти вопросы и разговоры, что по телевидению мы слышим от соседей, все это прекратится. И мировая общественность, соответственно, будет по-другому на все это смотреть. Не слушать их, они послушают коренных нас, крымчан, крымских татар, которые сделали свой выбор здесь, в государстве. Все. Закончится эта эпопея. Да, вот Рифат Чубаров-то очень активно призывает крымских татар не голосовать. Его послушаются? Нет, как вы считаете? Я думаю, их уже не послушают, их сейчас уже и мало слушают, потому что даже и неинтересно слушать. Это уже прошлое, поймите. Нам надо всем жить сейчас в государстве и создавать такие условия, чтобы мы могли реализоваться. Поэтому, во-вторых, я считаю, необходимо сегодня же приступить к тому, чтобы мы готовились к выборам местным. Следующим, это в 2019 году ожидаются выборы, обязательно, на всех уровнях. Сегодня мы должны подготовить молодежь, активную, политически подкованную, умную, трудолюбивую. И это наше молодое поколение должно занять место. И я вам скажу, это даст нам возможность, даже не то, что возможность, и это народ объединит с властью, понимаете? У нас не будет вот это совет, как мы говорим, через совет. У нас уже будет везде, на местах, в каждой точке, в каждой области свое представительство. Тогда народ и объединит, и появится доверие народа к власти, потому что у власти будут сами крымские татары. Знаете, спасибо большое. Для того, чтобы выполнить те задачи, которые зарубежные кураторы перед ними ставят, украинские политики уже все методы используют для того, чтобы запугать нас, крымчан. Давайте еще один сюжет посмотрим и вернемся в студию. 18 марта незаконные выборы в Крыму, в оккупированном Российской Федерацией Крыму, президента России. Мы делаем все для того, чтобы на международном уровне эти выборы не признали. Но очень важно, как продемонстрируют свою позицию люди, которые сейчас живут в оккупированном Крыму. Поэтому у меня такой призыв. Всем, а я хотел бы напомнить, особенно не крымским татарам, извините, что я в этой части делю, вы же помните, как мы вас всех просили не ходить на этот псевдореферендум, на эту имитацию. Поэтому, чтобы международное сообщество еще раз увидело, насколько этот режим в Крыму, он просто не нужен, пожалуйста, 18 марта никто в Крыму, и крымские татары, и русские, и украинцы, если вы хотите хоть какой-то малой доли добра своим детям и будущему Крыма, не идите на выборы. Да, Лимароча, пожалуйста. Знаете, вот здесь вот так и напросился комментарий, потому что очень хорошо его связать с предыдущим нашим сюжетом. Там сказали, что у нас будет уже автономия, вопрос решен. Но президент об этом еще не знает, а потом он подумал, что вроде будет культурная автономия. Он же даже разницы не чувствует. Да, и стоит всем напомнить, что когда-то нам тоже предлагали культурную автономию Мубарек. То есть, значит, 30 лет назад. И тут еще возникает вопрос. Нам говорят, что вот будет нам все плохо. Мне кажется, с 2014 года нам не стало хуже. Ну, поверьте, давайте честно будем говорить, все у нас хорошо, правда? И я вот к тем людям, которые представляли там так называемый исполком Всемирного конгресса крымских татар, их тоже можно посчитать по пальцам. И я хочу сказать, если вам удалось обмануть наш народ,
Не думайте, что он настолько глуп и ничего не видит. Поверьте, беда нашего народа только в том, что он доверял вам больше, чем вы того заслуживаете. К сожалению, крымские татары, вопреки вам, 18 марта пойдут на выборы, потому что мы хотим жить хорошо. И у нас, в отличие от вас, все хорошо. Айдарби, пожалуйста. Да, тоже хотел дополнить. Если вернуться назад, то эти господа очень много раз наш народ призывали. И в батальон призывали. Народ не отреагировал. То есть народ не услышал их. То есть они в глазах народа не настолько ценны, как они себе представляют. Они призывали, чтобы наша молодежь не шла в российскую армию, а выезжала в Украину. Никто не прислушался, единицы, может быть, выехали. Рифат Чубаров, Ленур Ислямов снова призывают к чему-то. Но тогда логический вопрос. Если мы будем слушать Чубарова и Ислямова, тогда давайте прислушаемся к тому призыву Ислямова, что мы должны принести в жертву свой народ. Но если мы готовы прислушиваться, то есть нужно понимать, что если мы идем по пути развития, и развитие нашего народа зависит от того, как он будет жить у себя дома, на своей родной земле. Если мы историю хорошо знаем, кто бы ни выезжал, то есть какой бы век ни возьмите, нету в истории того, что те, кто покинул свою родину, они вернулись, кроме периода депортации. Да? Тогда массово народ выселили, и народ начал возвращаться. А те, которые превратились в белорусских татар, литовских татар, польских татар, крым-турклеры миллионами в Турции. Да? А что они помнят? Они помнят, что кто-то из дедушек или бабушек там в каком-то Бахчисарайском районе, в каком-то селе родился, жил, а потом теперь у нас появились украинские татары. Теперь украинские татары. И они пусть знают, что они превратятся в таких же татар, в такую же диаспору, если еще в диаспору, как и литовские, польские, белорусские татары. В истории нету такого, чтобы те, кто покинул родину, вернулся. Там единицы можно привести. Поэтому нужно внимательно, народ должен внимательно оценить все, что им говорят, фильтровать. Вот. Никто же, наверное, не хочет, чтобы его ребенок погиб где-то. Вот вопрос, ради чего? Ради чего и ради кого? Когда 20-тысячная армия оставила свое оружие, маршем, с гимном Украины, с флагом, вышли и ушли. А крымские татары что должны были делать? Джемилев призывает, что армия должна была вооружить крымских татар. И что? Так они говорят, чего там, склады были, чего вы не пошли, не взяли это оружие? Там историю знаем, 17-й год, да. Когда 6 тысяч армия пошла на Севастополь. Что с ними превратилось? Ни одного не осталось. Мы хотим повторить историю. Но если они не знают эту историю, пусть подымут период Нумана Челебиджихана, Джафера Сидамета, откроют, посмотрят. Там тоже были такие же, как Ленур Ислямов, который призывал. И тогда добились, что эта армия, которая должна была защищать народ, пошли и с анархистами воевать. И в результате все погибли. Айдарби, вот к вам вопрос следующий тоже будет. Ну, мы уже привыкли, что за 4 года, собственно, даже самые благие какие-то наши намерения, инициативы, они со стороны Киева подвергаются критике. Они, знаете, даже говорят, ну, как вы смеете вообще там дороги строить, как вы смеете там садики, школы строить, там соборную мечеть, тем более, какое вы имеете право. Ну, эту инициативу тоже, собственно, в таком же русле прокомментировали в этих средствах массовой информации. Но с каким уклоном? Они же там намекают, что этот совет якобы создается в качестве альтернативы Меджлису. Вот как муфтият реагирует на подобного рода инсинуации? Ну, вы знаете, что особенность этого совета заключается в том, когда мы общались со всеми членами совета, никто из членов совета не претендует на власть. Никто. Вот я не слышал ни от одного члена, что кто-то хочет стать депутатом или чиновником, там, вице-премьером.
Никто. То есть цель Совета не власть. Цель Совета – служить своему народу. Решать те вопросы, которые сегодня накопились, а их много. Вы знаете, порядка 5000 крымских татар, которые сегодня нелегально находятся на территории Российской Федерации. Их нужно узаконивать. То есть как они должны получить вид на жительство и впоследствии гражданство, чтобы они могли пользоваться всеми социальными услугами этого государства. Кто их будет решать? Я помню заседание Меджлиса, когда в 2014 году вместо того, как будет развиваться крымско-татарский народ, мы решали. Если не ошибаюсь, полдня мы решали, будем брать паспорта российские или не будем брать паспорта российские. Понимаете? А некоторые, вот если попросить открыть паспорт и посмотреть дату получения паспорта, они получили намного раньше, чем некоторые люди, простые крымские татары. Об этом никто не говорит. Это вот главная особенность. И вторая особенность: в Совете представлены профессионалы, люди, которые в своей сфере уже заслужили уважение и достигли определенных успехов. Это очень важно. Это очень важно. До сегодняшнего дня я считаю, что такой структуры у крымских татар не было. Ильмар Аудже, вот сейчас Айдарбек очень важный нюанс затронул. У нас были советы, там не будем вспоминать, и при Кучме, там, при Ющенко, и при Януковиче, он там реформировал этот совет. Но там были только политики, которые имели, ну, такое весьма опосредованное отношение к проблемам крымско-татарского народа, к тем задачам, которые нужно выполнять простым людям, обычным людям, крымским татарам. Главная особенность – это выборность органа, вот, который был создан, собственно, 17 февраля. Вы действительно считаете, что это ключевая особенность и самое главное достоинство совета, который был создан в феврале? Ну, во-первых, давайте обратим внимание, что вы сказали, предыдущие советы, они состояли из политиков. Вот, вы знаете, политики – это люди, которые занимаются, собственно, политикой, они образованы в этом направлении. Но мне кажется, предыдущие советы составляли люди, которые нигде официально не работали, не имели трудовых книжек и существовали на эксплуатации национальной идеи. Это раз. А касательно политики вообще для нашего народа, когда вы говорите, что в новый совет входят не политики, я скажу, да, входят профессионалы, да, люди, которые знают свою деятельность, знают, чем помочь своему народу, потому что наш народ, по сути дела, он весь вовлечен в политику. У нас земельная проблема есть – это политика. Языковая проблема, проблема образования есть – это политика. И мы волей-неволей мы занимаемся этой политикой. Но в отличие от предыдущих людей, мы исполняем свои профессиональные обязанности – мы в свое свободное от работы время занимаемся проблемами народными, потому что люди обращаются, еще такой маленький промежуток времени прошел, а у нас уже папками лежат обращения, мы пытаемся их как-то объединить и уже фактически работаем. Поэтому мы и специалисты, и политики, и только потому, что мы крымские татары. Мы крымские татары, которые хотим жить на своей родине достойно, жить в своем доме на правах хозяина и, наконец-то, решить те проблемы, решение которых нам обещали, извините меня, 30 лет. Есть очень много проблем, которые за 30 лет не решили. И вы знаете, там мы смотрим с экрана, нам говорят, вот вы там я не знаю, садхансыныз, там в этом совете вы сидите. Платить будут за эту работу? Нет, никто нам ничего не будет платить. Да мы и не претендуем. Наша задача добиться чего-нибудь. Вот это наша задача. А нам говорят садхансыныз, а мы говорим, да мы вроде никому не присягали. Мы нигде не клялись. Но знаете, обидно что? Обидно что несмотря на то, что в принципе ни одно наше действие не попадает под слово предательство, поражает, что это говорят наши крымские татары. Вот в Крыму проживают, по-моему, 650 тысяч украинцев. Да. Вот ни разу президент Украины Порошенко, он не позволил себе сказать, эй, вы, зрадники, где ваша ненька? Давайте домой. Мы нуждаемся в ваших детях, которые будут служить в нашей армии. Мы нуждаемся в этих жертвах. Да нет, он так не говорит.
Он вообще не затрагивает ни проблему их проживания, потому что в России живет очень много украинцев. Они живут, наслаждаются своей жизнью, все прекрасно. Они знают, где их историческая родина, и все. Но почему же он своим-то гражданам помочь не может? О чем мы говорим? Но вы знаете, но он и не лукавит, он и не ругает их. Он понимает, что это вот такая ситуация сложилась. Но, извините, а почему нам? Кто имеет право из тех, кто там находится за бугром, нам вообще что-то говорить? Мы же не убежали, мы остались у себя дома, мы остались рядом со своими стариками, с детьми, для того, чтобы как-то выбраться из этой ситуации, для того, чтобы интегрироваться, чтобы помочь. У нас ведь много проблем. Проще простого, знаете, предать, продать, уйти. А вот пойти вопреки, это несколько сложно. Но мы все равно идем. Или вернуться, если к истории, или если вернуться опять к истории 25-летней давности, да, то есть каждые выборы нас призывали идти голосовать. И вот вспомните, какой результат был от этих голосований. Крымско-татарский народ существенно что-то изменил? Нет. Дома строили сами, все делали сами. Если государственная программа по обустройству депортированных там работала немножко, да, там некоторые социальные проекты реализовывали, а в целом никаких эффектных преобразований в жизни крымско-татарского народа не было. Но зато призывали постоянно идти на выборы. Ющенко выбрали, получили, того выбрали, получили. Потому что там получили. были торги, там была цена голосов крымско-татарских. Однозначно. Это очевидно. Айдар ага. Еще какая критика звучит вот по поводу внеочередного Курултая? Говорят о том, что собрание мусульман Крыма – это не эквивалентно собранию крымских татар. Вы как на эту критику реагируете? Насколько она вообще правоправна? Я думаю, можно было и посмеяться, конечно, но было бы печально. Дело в том, что даже в самые строгие коммунистические времена ни один, скажем, секретарь там, райкома партии никогда, ну я имею в виду в Азии или даже среди нашего народа, никогда бы не сказал «я не мусульманин», да? У нас это было самое страшное. Это сразу была бы изоляция. Любой крымский татарин, пусть он знает там один дуа, но он всегда себя ощущает мусульманином, причастным к этой религии, к этой культуре. Это смешно. Да. А если можно, я хочу добавить два слова по поводу вот, то, что уважаемый Лемар Хану сказал, вот, упомянул Садхан, то, что звучит вот с экранов на той стороне постоянно. Интересная вещь. Я думаю, это направлено на несведущих наших соотечественников, которые плохо знают историю, плохо знают наше прошлое, в силу обстоятельств, что мы не изучали это в школах, в институтах когда-то. Я хочу сказать несколько примеров привести. Вот недавно вышла книга об Исмаиле Муфтизаде, и там пишут, что его прадед был последним муфтием при Крымском ханстве, и его же утвердили, когда пришла российская администрация в 1780 году. Это Королёва, да, книга? Да. Его уже утвердили первым муфтием при российской администрации. И говорят, авторы говорят, действительно, если бы этот муфтий тоже поднялся бы со своим приближенным и тоже ушел бы в Турцию, и так много ушло тогда в Турцию, а сколько бы ушло на самом деле, да? И представьте, если бы наш уважаемый Эмирали Эфенди в 2014 году, а его звали туда, поднялся бы, и вот еще несколько уважаемых людей, скажем, вот Февзиага, да, поднялись бы, уехали бы там на Украину или в Турцию, что бы произошло? Был бы массовый исход. Вот это было бы садханлах. Это было бы садханлах. И плюс еще, буквально одна реплика. Тогда что, мы должны назвать всех, кто работали в администрации российской или в советской, там, скажем, тот же Муфтизаде, который руководил этот крымско-татарский полк, да, он же командовал им. Исмаил Гаспринский, Давидович, они же все были в администрации российской. Они тоже садханлар. Я спрашиваю об этом. На этот вопрос никто не может ответить. Почему они не садханлар? Или Бекир Чобанзаде, или, скажем, Вели Ибраимов, да, которые здесь боролись за наши права в Крыму и отстаивали до последнего. Да, пришел сталинизм, с ними расправились, но говорить, что после вот этот период перенести на всю Россию, на все периоды, это тоже неправильно. Мы же не переносим период Гитлера на всю Германию, не обзываем сейчас там, Германию фашистским государством, правильно? Поэтому это все на несведущих людей. Людям нужно опомниться нашим, понять, что люди осознанные, люди патриоты всегда идут работать при любой ситуации, должны работать, чтобы защищать права своего народа и вести его дальше. Дальше вести, останавливаться нельзя.
это сразу будет крах. Чингис Евгеньевич, Сергей Валерьевич подчеркнул, что следующее заседание будет в конце марта. Какие ключевые вопросы будут ставиться в первую очередь? И, собственно, я так понимаю, что скоро будет положение разработано. Основные позиции по этому направлению, пожалуйста, можете обозначить? Ну, мы формируем положение. Ну, положение, как и любое положение, мы это коллегиально принимаем, это коллегиальным органом принимаем. Хочу сказать, что главное, чем будет руководствоваться это положение, прежде всего интересами нашего народа. И все пункты, все будут нацелены на то, чтобы решать проблемы народа. Какие вопросы будем ставить? Ну, сейчас у нас идет формирование некого банка данных. Я думаю, что вот если мы посмотрим на ситуацию, то в местах компактного проживания нет дорог, эти проблемы всем известны, нет других бытовых условий. Я думаю, что когда идет такое единоличное обращение граждан, это одно. Когда мы сможем каким-то образом их группировать, систематизировать, вот тогда, я думаю, намного эффективнее пойдет и решение вопросов. Это если говорить о бытовых вещах. Если говорить о более глубоких вещах, содержательных, это историко-культурное наследие, это система образования, это много-много других направлений, в которых я сегодня вижу, практически каждое направление сегодня начинает работать. Ну, массу примеров мы сегодня можем привести по решению этих проблем и вопросов. Но вместе с тем, еще раз повторяю, например, вот на примере нашего университета, проблема с Калга-Султаном. Ведь она на протяжении многих лет, все об этом знали, но ничего не решалось. И только после прямого вмешательства главы республики, ну, при поддержке там, Руслана Исмаиловича, мы двинули этот лед с места. При содействии нашего университета, давайте подчеркнем. Да, ну тут я скромно умалчиваю. Поэтому и вот так по всем остальным направлениям. Так и только так мы сегодня можем решать те вопросы и задачи, животрепещущие, актуальные, злободневные, которые стоят перед нашим народом. Я очень благодарен Исадуллаху Бею за то, что он поднял вопрос молодежи. И это утечка. Утечка прежде всего, ведь уходят наиболее умные, ведь идет утечка мозгов. Сегодня задача наша, чтобы наша молодежь возвращалась в Крым. И для этого сегодня создаются максимум условий. Да, это все сейчас в процессе становления, разработки, но именно вот на этом этапе мы должны активно включаться, чтобы не остаться, как говорят, за бортом тех событий, которые сегодня происходят. Поэтому убежден, что нас ждет большое будущее. И вы знаете, вот так вот к слову, я сейчас что-то просто вспомнил. Вот, апрель месяц, когда был издан указ, но мы еще находились в таком вот состоянии, может быть, некой неопределенности. Я встречал Алам, узбекистанский, приезжала, через Москву прилетала. И вот выходили люди. Давеча был, вот за день до этого был издан указ. Выходят обычные простые люди, москвичи, я не знаю, вот, как, видя мой фейс, так, не очень, может, европейский, так они подходят, обнимают, радуются больше, наверное, чем я, радуются. Вот искренне. Знаете, я к чему хочу сказать, что люди, они везде люди. В Украине те же люди, прекрасный народ. Но, к сожалению, к огромному политике, вот здесь существенно, кардинально, диаметрально, я бы сказал, отличаются. Когда мы сегодня видим, что происходит в Киеве, в Харькове, например, с заводом имени Малышева, нет завода. СКБ Антонова, знаменитая, это национальный бренд, можно сказать, был Украины. Его сегодня там разделили на многоэтажки. Это все делается, вот, знаете, придается политический окрас. И вот в этой смуте там вот кучка политиков решает свои вопросы, лишают ту же Украину стратегических вещей. Сгубили промышленность там абсолютно. Промышленности нет. Киевский политехнический институт. Это вуз номер 1 был в Украине. Национальный технический университет Украины. 45 тысяч студентов. На сегодняшний день там осталось всего 27. Все уехали в Польшу. А уезжают ведь не глупые люди. Адаптируются там и остаются. А сегодня в Крыму, на примере нашего университета, первое, строится храм наш, духовный храм. Мечеть – это наша гордость, мы строимся и радуемся, но вместе с тем строится и храм науки, молодежи. Вот именно это и будет той основой, которая придаст тот мощнейший импульс в развитии Крыма. И
я убежден, что мы покажем не только Российской Федерации, всему миру, что могут крымские татары. А крымские татары, Лимара Ханум абсолютно правильно говорит, ну, практически все профессионалы. Вы посмотрите, нет, я не знаю ни одного выпивоху, ни одного тунеядца, я бы, может быть, даже запрос в центр занятости бы сделал. Все работают, все находят себя, и все самосовершенствуются. Вот за это я люблю свой народ, и я убежден, что несмотря ни на какие призывы, вы знаете, 4 года уже пора давным-давно забыть то, что было, и главное, как говорится, не упустить то, что нас ждет впереди. А впереди у нас большое будущее. Это мое глубочайшее убеждение. Да, Энвер ага, собственно, вот мы тут много говорили о тех моментах, на которые, собственно, крымским татарам нужно обратить внимание. Но, тем не менее, вот по вашим наблюдениям, какие ключевые проблемы сейчас, вот самые главные, существуют перед нашим народом, и за что вы будете отвечать в работе вот, в консультативном совете? Ну, уже совет, как говорил Чингизбей, свое положение разработал. В общем-то, мы его доработали и отдали, и проект указа отдали в Совет Министров на рассмотрение юристам. Поэтому в скором времени надеемся, что это будет утверждено и выпущено. Целями и задачами Совета они большие. Это и в части выполнения там, указа президента по всем, знаете, этим вопросам. Плюс касательно вопросов и образования, здравоохранения, культурного наследия, письменности, этнографии, археологии, по пальцам не пересчитать, все это тоже будет Советом постоянно ставиться, рассматриваться и дальше продвигаться. Ну вот на этой стадии развития исторической все-таки есть некоторые моменты, которые нам надо было бы обратить внимание, и я считаю, что язык крымско-татарский, он должен быть у нас во главу угла в данном случае. Потому что потеря языка, потеря литературы – это чревато. Потом очень долго и сложно восстанавливать. Вот на это надо обратить внимание. У нас сейчас в Совете уже было распределение. Распределение было по группам, 8 групп создали, в том числе и группу бизнеса и экономики, которую я возглавил. Дело в том, что бизнес, он не имеет ни границ, ни национальности. Он для всех бизнес. Одинаковые правила написаны для всех одни. Но, несмотря на это, всегда у крымско-татарского населения всегда есть своя изюминка в бизнесе, и поэтому нам нужно, конечно, с ними работать, с предпринимателями, потому что доводить до них. У нас очень много программ, в которых могли бы наши предприниматели и фермеры все участвовать, получать оттуда дивиденды, ну и самореализовываться как предприниматели. В этом вопросе, думаю, что у нас будет такое хорошее движение для татар, отмечая трудолюбие и способность к работе. Думаю, здесь проблем не будет у нас. Айдар ага, крымским татарам нужно смотреть только вперед, не оглядываться назад, вот как наши беглецы призывают, а только смотреть вперед. Как вы считаете, на каких ключевых позициях, принципах должна строиться современная общественно-политическая жизнь крымских татар? Ну, вы знаете, для нашего малочисленного народа, я считаю, вот то, что у врачей лозунг этот «не навреди», те люди, которые занимаются общественно-политической деятельностью, должны не забывать об этом. Это очень важно. Вот наше старшее поколение, даже мы когда возвращались в 70-е годы, были горячими, видя ежедневные издевательства местных властей, тоже горячились, пытались какие-то там готовить, скажем, действия, может быть, более радикальные, но они нас сразу предупреждали: не навредите, за вами еще должны приехать тысячи и тысячи людей, за нами должны приехать. Успокойся. То есть политик должен быть очень разумным. Ну и, конечно же, наша история показывает, мы все равно должны знать нашу историю,
что крымские татары, вот постоянно повторяет Февзиага Якубов, мы народ государственники. Мы государственники. Мы и в Крымском ханстве были государственниками, но когда судьбой было предопределено, что мы оказались в составе Российской империи, наши лучшие передовые люди, мы ими гордимся сегодня, они всегда были государственниками. Начиная от того же Гаспринского, ну и вот то, что мы уже видели, как воевали наши лучшие сыны, это Ахмедхан Султан, еще десятки людей, которыми мы гордимся. И гордится не только мы, весь Крым гордится ими. И, кстати, вот опять-таки среди задач Рефик Ходжа, который вот у вас работает, он показывал книгу, в которой описано, что после реабилитации народов Кавказа в каждом народе еще по 5, по 6, там, по 4 человека были дополнительно награждены званием Героя России, Героя Советского Союза. Ну, у нас вот Алимия Абдинанова получила. Но есть еще кандидатуры очень достойные, и я думаю, это одно, то, что мы должны будем заняться обязательно. Очень много было представленных, но не получилось. Вот четверо было, дважды были представлены, мы их обязательно постараемся этот вопрос поднять, конечно. Эсадулла Ходжа, вот особо впечатлительные граждане, они разволновались по поводу того, что вот крымские татары якобы переходят к теократическому устройству, якобы те функции, которые сейчас взял на себя муфтият и, собственно, консультативный совет, они считают наши вот граждане эмоциональные, что они, в принципе, противоречат принципу светскости государства и, собственно, основным положениям нашей Конституции. Вы на эту критику как реагируете? Это излишние эмоции, я думаю, потому что никакого противоречия Конституции и законам нашего государства там нет. Тем более тот орган, который будет создаваться при главе республики, там будет все взвешено и все в рамках закона, действующего законодательства поставлено. А то, что Духовное управление предоставило площадку, имея легитимность, имея поддержку, общество предоставило площадку для создания этого совета, или стало само площадкой, или стало инициатором создания этого совета, ни в коем случае не делает совет каким-то теократическим образованием, не делает членов совета какими-то там, скажем, то есть не выводит из их статуса, не переводит их в какой-то другой статус. Как раз сегодня эта мысль уже была сказана не раз, что люди, попавшие в совет, попали туда именно из-за тех качеств, которые у них были до этого, до того, как они туда попали. И религиозность не стояла никогда на первом плане, стояла профессиональность этого человека, и поэтому никакой теократии, никаких там взятия бразды правления в свои руки и управлять государством речи не идет. Мы, как духовное управление, муфтий мусульман Крыма, Хаджи Мирали Аблаев, не раз об этом говорил во всех интервью. Он просто подчеркивает, что мы, встречаясь непосредственно, постоянно с обращением наших граждан и видя, что это все выходит за рамки нашей юрисдикции, за рамки нашего устава, и не видя другого, к сожалению, на сегодняшний день решения, просто посоветовали общественникам, людям, знающим свое дело, объединиться и стать как раз-таки тем самым органом, который это будет все делать. Мы играем здесь очень маленькую скромную роль, не являемся каким-то управляющим внутри фактором, поэтому никакой теократии речи не идет. Пусть наши граждане впечатлительные будут спокойны, к их светскому образу жизни никаких претензий нет. Почему я так это говорю? Потому что ислам не разделяет светскость и религиозность. Это понятие, пришедшее к нам сегодня, к современным мусульманам извне, мы его не воспринимаем. То есть нет понятия светскости и религиозности. Ислам – религия всеобъемлющая, берет в себя всю жизнь мусульманина, поэтому регламентирует ее со всех сторон. Поэтому все являются и светскими, и религиозными мусульмане. Поэтому сам вопрос поставлен, я считаю, с исламской позиции, как бы само переживание неправильно. Но если смотреть с позиции государства, что мы якобы внутри государства пытаемся какую-то структуру теократическую развить, ну, никто, во-первых, этому не даст случиться. С другой стороны, и у нас никогда таких идей не было. Мы об этом не заявляли, и в нашем уставе этого нет. Ну, извините, можно просто напомнить, что 101 год назад, в 1917 году, Всекрымский мусульманский съезд пошел этим же путем. Да? Они избрали Временный мусульманский комитет, потом, значит, избрали муфтия, и этот муфтий возглавил директорию национального правительства, но никто не сказал, что это религиозное какое-то образование. Нормально было светское правительство национальное.
Айдарбек, еще одним важным таким решением, которое было принято на съезде, собственно, на Курултае, это был вопрос, связанный с компенсациями немецкой стороне касательно того ущерба, который был нанесен в годы немецко-фашистской оккупации. Я так понимаю, что будет рабочая группа создана, будет еще отдельная группа людей, которые будут заниматься документацией. Мы здесь какую ключевую задачу перед собой ставим? Мы действительно хотим добиться компенсации, либо нам важно просто поставить задачу и выразить свою позицию. Если мы действительно хотим какую-то компенсацию добиться, то это же ведь очень сложный процесс, который требует очень мощной доказательной базы. Как вот вы в этой плоскости будете действовать? Да, действительно, Курултай принял такое решение. Сегодня мы работаем над уже формированием рабочей группы. Эта рабочая группа по плану должна отделиться на 4 подгруппы. Одна группа будет заниматься архивными вопросами, вторая группа будет заниматься историческим обоснованием всех тех событий, которые было. Третья группа – это экономический подсчет потерь. И четвертая группа – юридическое обоснование тех претензий, которые мы будем предъявлять Федеративной Республике Германия и ее союзникам. Да, действительно, на самом деле, это как бы никто не говорит, что это будет очень просто. Наша задача, во-первых, заявить о том, что мы потеряли. Мы потеряли не только имущество, мы потеряли часть народа. Часть народа, если учитывать, что от тех людей, которые погибли, их потомков, сколько потомков не родилось, да, то есть это все будет считаться. И этот вопрос, по мне, будет еще одним таким оценочным фактором для самой Германии, насколько она демократична. То есть вот маленький такой народ, 300-350 тысяч, сегодня заявляет о том, что такая большая страна, демократичная, которая управляет практически всей Европой, может ли адекватно, я сейчас не говорю о каких-то там предвзятых вещах, адекватно, на основании всех международных правовых норм ответить на наш вопрос. Вернете вы нам, компенсируете вы нам тот ущерб, который вы нам нанесли, или нет? То есть тут больше нужно полагаться на демократичность самой страны. Я думаю, что у нас найдутся все исторические документы, то есть они уже есть, потому что некоторые эксперты, они уже работали над этим вопросом. И очень много сохранились документы, которые подтверждают о том, что действительно это все произошло. Я думаю, Германии останется только принять и вместе с союзниками, крымским татарам, компенсировать тот ущерб, который они нанесли. Здесь интрига будет. Будем ожидать реакции Германии. Ливан Роджа, мы много говорим в нашем обществе об объединении. А как вы считаете, на каких принципах мы должны объединиться? Ну, прежде всего, я думаю, центральной идеей, отправной точкой объединения это должно быть представление о Крыме как об уникальной территории, где мы, крымские татары, сформировались как этнос в процессе сложных этногенетических процессов. Другая сторона – мы, тюрки, мусульмане, ханафиты, сунниты. И мы не должны об этом забывать, потому что на религиозной почве нас тоже хотят раздробить очень часто. Ведь Украина очень много делала для этого, чтобы нас раздробить на этой почве. Дальше хочется сказать, что крымско-татарский народ, то есть все крымские татары, проживающие во всем мире, они спаяты глубоким кровным родством и общностью исторической судьбы. Они составляют единую и неделимую крымско-татарскую нацию. При этом каждый крымский татарин, он должен осознавать в этом единстве свою уникальность и самобытность, гордиться своей историей, культурой, языком и стремиться к сохранению своей идентичности. Ведь мы очень много замечаем в интернете, на украинских телеканалах, когда нам говорят, что у нас есть свои чужие.
что у нас есть там сторонники одного и сторонники другого. Это помните, когда мы жили в Средней Азии, говорили, у нас есть Таты и Ногай. Да? Ну, мы сами шуткой друг друга делили. Да? А сейчас у нас нету никаких татов, ногаев. У нас есть татлы ногай. У нас есть такая вот сладкая наша нация. И вы знаете, те люди, которые пытаются разделить нас на плохих и хороших, на своих и чужих, те, кто хочет вынудить крымских татар уехать из Крыма, вот тот, кто разрушает единство нашей уммы, эти люди давно уже не от нас, эти люди давно уже не из нас. Это те люди, которые служат, можно сказать, шайтану. Почему? Потому что они разрушают наше единство. То единство, которое мы сохранили в условиях депортации. Ни одной депортации, нас же много раз депортировали. То с южного берега в степь, то в степи нас прижали, и мы пошли по всему миру. А потом нас собрали и выкинули вообще. Так мы вернулись. Мы вернулись домой, чтобы созидать. Очень тяжелым путем вернулись. И многие по-прежнему возвращаются. Так вот, любые вбросы вот эти, предписывающие превосходство одной части народа на другой, базирующиеся на этих теориях, можно сказать, экстремистские организации, они стремятся сейчас разрушить веками созданное единство нации. И поэтому каждый крымский татарин должен понимать, что именно на этом этапе, именно сейчас для нас это никак неприемлемо. Почему неприемлемо? Да потому что вот сейчас мы живем в Крыму, и у нас общие радости, у нас общие беды, и вот у нас общие проблемы, которых нет у тех людей, которые живут за бугром. И вот мы вместе должны объединиться под вот этим словом «единение», и, проживая на родной земле, мы должны решить. И вы знаете, очень важно, чтобы люди обратили внимание на то, что тот, кто делит наш народ на своих и чужих, придерживается позиции «разделяй и властвуй». И ничего не делай, дальше эксплуатируй народную идею во имя своего блага, не во имя блага народа. А мы на своей родине должны все вместе стремиться к благу общему. Бірлік тірлік олайық. Бір олайық, тірі олайық. Сагумыз. Айдерби, у нас уже совсем немного времени остается. Подводя итоги, какими правилами вы будете прежде всего руководствоваться в работе в консультативном совете? Ну, я думаю, что основной и самый главный принцип для меня и для всех, наверное, членов совета – это быть правдивыми как к себе, так и окружающим. Если мы будем в своей деятельности руководствоваться только правдой, не обманывать, не воровать, а воровать-то нам нечем, у нас нету ни бюджета, ничего, мы все это делаем на общественных началах, но при этом, если мы что-то можем решать и делать, мы должны сказать об этом, если мы что-то не можем делать, мы народу должны тоже говорить правду, и что мы это делать не можем. Я думаю, что это самый главный принцип. Спасибо огромное. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Нужен ли высший совет крымско-татарскому народу? Да, проголосовало 3853 и нет 134 человека. Я хочу сказать, что это просто колоссальная такая активность. У нас очень редко на наших эфирах вот цифры бывают настолько большими. Это говорит действительно о многом. Крым, безусловно, идет вперед, и время само диктует те решения, которые должны быть приняты. И мы искренне верим в то, что консультативный совет при главе республики станет действительно эффективной площадкой и еще одной точкой роста. Это все на сегодня, и до встречи в следующую среду.